По дороге прифронтовой, запоясан как в строю, шел боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Шел легко и даже браво, по причине по такой, что махал своей правой, как и левой рукой. Отлежался. Да к тому же щелкал по лесу мороз, защемлял в пути все тут же, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом, дверцу выбросил шофер, тормозит. Садись, пехота, щеки снегом бы натер. Далеко? На фронт обратно. Руку вылечил. Понятно. Не герой? Пока ведь нет. Доставай тогда кисет. Грузовик гремит трехтонный. Вдруг колонна впереди. Будь ты пеший исконный, а с машиной стой и жди. От глухой лесной опушки до невидимой реки стали пушки, кухни, танки, тягачи, грузовики. А на просторе ветер резок. Зол мороз, вблизи железо, дует душу, входит в грудь. Не дотронься как-нибудь. Вот беда. Во всей колонне завалящей нет гармонии. А мороз не встать, не сесть. Снял перчатки, трет ладони, слышит друг. Гармонь-то есть. Уминая снег зернистый, перемешку пляс не пляс, возле танка два танкиста греют ноги про запас. У кого гармонь, ребята? Да надо тут, браток. Оглянулся виновато на водителя стрелок. И сказал уже водитель вместо друга своего: командир наш был любитель. Схоронили мы его так, с неловкой улыбкой. Поглядел боец вокруг, словно он кого ошибкой нехотя обидел вдруг. Поясняет осторожно, чтобы на том покончить. Или я считал, сыграть-то можно. Думал, что ж ее беречь. И опять же, посудите, может, завтра с места в бой. Знаешь что, сказал водитель, ну, сыграй ты, шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно гармонист. Для начала, для порядку кинул пальцы сверху вниз. Позабытый, деревенской, вдруг завел глаза, закрыв стороны родной, смолянской, старый памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало. На дороге фронтовой от машин заиндевелых шел народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь? Только двое тех танкистов, тот водитель и стрелок, все глядят на гармониста, словно что-то невдомек, что-то, кажется, ребятам снежной крутится в пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли, и, сменивши пальцы быстро, он как будто на заказ здесь повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Плесуну на пару пара с места двинулись аду, задышал морозным паром, разогрелся тесный круг, веселее кружитесь, дамы, на носки не наступать. И бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. Чей кормилец, чей поилец, где пришелся ко двору, крикнул так, что расступились: дайте мне, а то помру. И пошел работать, наступая и грозя, да так выдумает что-то, что и высказать нельзя. Из опушки отдаленной, из-за тысячи колес, из конца в конец колонны по машинам пронеслось. И опять валы с горки, снег до елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он.